Якутия. Самая кромка юкагирской тундры. Берег Ледовитого океана. Стылый и суровый меридиан. Не выдержит, заплачет глаз, и слеза мгновенно становится дробью. Кеню Карастыров, народный поэт, сказал об этих местах. Есть ли небо, неизвестно. Человек здесь точно есть. Курговой ночью теплота дороже, песцовых шкур и почестей ценней, а попросту в такую ночь нет ничего дороже кружки горячего чая. Но отлеживаться некогда. И с каждым рассветом у бригады песцеловов совхоза Устьянской начинается обычный рабочий день. Дверь на замок. Это на всякий случай. По привычке. Участник международной охотничьей выставки в Будапеште Иван Клементьевич Ребров. Последнее напутствие перед дорогой. В бригаде Реброва, награжденного орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, 5 человек. Он сам, Петр Кононович Томский, тоже потомственный охотник, и 3 молодых, Иван Томский, Василий и Иван Горохов. Это не без их помощи совхоз получил на Лейпцигской ярмарке главную медаль и выполнил свою пятилетку еще в первом квартале 1974 года. И с тех пор работает в счет 10-й. Хотя якут и прожил столько лет, сколько букв в древней легенде о песце, простоватый способ его добычи остается пока самым верным.
но говорит: одна лошадиная сила. А не пора ли в один из законов положить собачью преданность и мужество? «Стон ветра» — не единственная песня тундры. У нее есть припев — самолетный гул. Совхозная мастерица Евдокия Дмитриевна Рожина и ее сестра Мария Дмитриевна Слепцова. Каждый орнамент как иллюстрация к якутским легендам. Песцовая белизна — эталон чистоты. Роль ОТК возложена на охотоведа Виктора Васильевича Кисарина. Северная новинка. Мотонарты марки «Буран». Соревнования по просьбе оператора. Пока ничья. Есть ли небо, неизвестно. Человек здесь точно есть.